Вы смотрите передачу «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Глава Усмайского района Юрий Боярский, обвиняемый в получении взятки, отстранен от занимаемой должности. Ответит ли перед законом пьяный посетитель, избивший охранника торгового центра? На этот вопрос нам ответил главный полицейский города Якутска Николай Кульбертинов. Полицейские вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали грабителей. В колонию рецидивистов пытались доставить наркотики в ботинках. В исправительной колонии Верхняя Бестяха внедрена современная система контроля и управления доступом. В конце прошлой недели на портале Якутск.ру были опубликованы кадры оперативной съемки Управления Федеральной службы безопасности по Якутии с задержанием главы Усмайского района. Юрия Боярского задержали 23 января этого года в его личном кабинете. В тот же день ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как нам сообщили в пресс-службе Якутского городского суда, глава Усмайского района отстранен от занимаемой должности на время проведения предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела. Напомним, что уголовное дело было возбуждено руководителем Следственного управления Следственного комитета России по республике Александром Заболиченко по материалам проверки, поступившим из Управления Федеральной службы безопасности по Якутии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по республике. В январе в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где в одном из торговых центров пьяный посетитель в ходе словесной перепалки нанес охраннику-контролеру несколько ударов, отчего последний упал на пол. Злоумышленника быстро утихомирил один из посетителей торгового центра. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали нападавшего мужчину, пострадавший был доставлен в больницу. У охранника была сломана челюсть и обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту отделом дознания Межмуниципального управления МВД России Якутское проводилась проверка. Возбуждено ли уголовное дело? На этот вопрос нам в передаче «Акцент» ответил начальник Межмуниципального управления Якутское МВД России, полковник полиции Николай Кульбертинов. Возбуждено уголовное дело по 119 Уголовного кодекса. Нанесение телесного повреждения средней тяжести. Мы далее и до конца доведем это дело. В минувшую пятницу наружными службами столичной полиции была получена информация о том, что в подъезде дома по улице Ленина трое молодчиков с применением насилия похитили сотовый телефон у мужчины и скрылись в неизвестном направлении. Дежурным пунктом централизованной охраны столичного отдела вневедомственной охраны Росгвардии наряд группы задержания незамедлительно был направлен на вызов. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратился 38-летний уроженец города Якутска и назвал приметы молодых людей, совершивших в отношении него противоправные действия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам возле дома по улице Чиряева один из подозреваемых граждан, 30-летний уроженец Верхнеевлюйского Улуса, был задержан. Задержанный гражданин был опознан потерпевшим и доставлен нарядом Росгвардии в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре у задержанного была обнаружена залоговая квитанция одного из столичных ломбардов за сдачу сотового телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Накануне вечером к сотрудникам группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии обратился мужчина с сообщением о том, что в отношении него совершены противоправные действия. Потерпевший является водителем одной из таксомоторных служб города Якутска. Прибыв на адрес назначения к дому по улице Якутская, пассажирка при выходе выхватила у него сотовый телефон и забежала в подъезд. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была установлена и задержана. Ею оказалась 41-летняя уроженка города Якутска, ранее судимая за совершение тяжкого преступления. Потерпевший 60-летний водитель такси опознал женщину. К месту задержания была вызвана следственно-оперативная группа полиции, в которой обнаружен похищенный сотовый телефон. Подозреваемые доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. При реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии строгого режима номер 6 поселка Махсагалло пресечена попытка доставки осужденному наркотического средства. Как сообщила нам пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний, зелье растительного происхождения было обнаружено и изъято младшим инспектором отдела безопасности во время досмотра вещевой передачи, привезенной осужденному одним из родственников. 3 свертка с темно-зеленым веществом, завернутые в полиэтиленовый пакет, ухищренным способом были спрятаны в подошве передаваемой обуви. Исследование показало наличие в составе изъятых свертков гашишного масла общим весом 11,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер. По данному факту возбуждено уголовное дело. В исправительной колонии номер 3 общего режима в селе Верхний Бестях внедрена современная система контроля и управления доступом для идентификации личности по биометрическим параметрам.
Программно-аппаратный комплекс установлен на контрольно-пропускном пункте по пропуску людей, а также на одном из объектов внутренней территории исправительного учреждения «Столовой». Во время процедуры идентификации дактилоскопический сканер снимает у сотрудников, посетителей, а также осужденных отпечатки пальцев, после чего сличает полученные сведения с данными, ранее занесенными в единую базу. На КПП по пропуску людей современная система идентификации позволяет повысить надежность пропускного режима, а также не допустить подмену осужденных при освобождении. Использование комплекса на внутренней территории учреждения позволяет осуществлять дополнительную проверку осужденных во время проведения в учреждении завтрака, обеда и ужина. Осужденные, проходя в обеденный зал, прикладывают палец к сканеру, информация которого поступает в дежурную часть. На экране оператора автоматически отображается фотография осужденного, ранее связанная с системой с электронным оттиском пальца, чем подтверждает наличие осужденного на объекте. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели передачу «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждым преступлением наступит наказание.